Якутские предприниматели продолжают находить выходы в период самоизоляции. О новых способах их взаимодействия с клиентами в материале Саргаланы Неустроевой. Новый тренд весны 2020 года – бесконтактные покупки и шопинг в стенах родной квартиры. Этим быстро воспользовались предприимчивые бизнесмены. Теперь организация доставки товаров – единственный выход сохранить не только собственное предприятие, но и зарплату и рабочие места сотрудников. Все наши магазины сейчас закрыты, но мы не унываем и пытаемся работать в новой реальности. На наш сайт skintime.su мы добавили очень много продуктов. Часть работников трудится на доставке, а остальные ушли в оплачиваемый отпуск. Здравствуйте. Мы Майя Эдуард Егоровы, мы предприниматели. В обычное время мы доставляем в основном в магазины, но сейчас люди стали меньше ходить в магазины, а меньше покупать, и мы стали больше доставлять на дом. У всех сейчас сложная ситуация. Мы немного в панике, в страхе, но не стоит унывать. Мы предлагаем онлайн-доставку, бесконтактную. Заинтересовавшие вас изделия мы вам отфотографируем, покажем на видео. Мы будем рады, если вы поддержите нас, наших работников, а мы порадуем вас эмоциями. В стороне не остались даже магазины канцелярских товаров. Так, одна из сетей организовала доставку на дом. Оказалось, что, несмотря на самоизоляцию, люди все еще нуждаются в новых ручках и тетрадях. Тем более каникулы закончились, и дети начали учиться, хоть и дистанционно. Ручки, тетради, бумага и еще развивающие игры, да, людям нужно. Люди сейчас, мне кажется, да, учатся онлайн. Я даже сама первые дни не могла найти меню, не могла копаться. Девочкам говорю, где ничего же нет у нас, там ничего же нету. Я вижу только бумагу А4, больше нету. Оказывается, там надо внутри еще зайти туда-сюда. Люди, может, моего возраста, не привыкшие пользоваться вот этими заявками, им трудно, наверное. А тем временем нашлись и те, кто в эти сложные времена не забыл и о поддержке самых важных своих клиентов – медперсонала. Мария Романова, основатель группы компаний «Романов», в рамках проекта «Поправляйся» ежедневно готовит для медперсонала городской клинической и инфекционной больницы полноценные порции обедов за свой счет. Рацион врачей радует своим разнообразием и питательностью. Здесь и запеченная горбуша с рисом, бигус со свининой, 2 салата, чука и винегрет и даже домашняя выпечка. И все это во времена, когда многим компаниям очень сложно остаться хотя бы на плаву. Все сотрудники также у нас трудятся. Мы оптимизировались, мы перевезли доставку ресторана «Масамуне» тоже в столовую и обеспечиваем доставку блюд ресторана. Все сотрудники сохранены, никто не уволен, никто не сокращен. Все мы работаем добровольно. Осуществлять доставку Марии помогает сам основатель проекта «Поправляйся». Владимир лично отвозит 200 порций ежедневно. Выполнять такую на самом деле опасную работу мужчина не боится. Для него это единственный способ помочь республике в борьбе с коронавирусом. Все нюансы обговорили с предпринимателями, что мы никаких денег не берем. Напрямую предприниматель закупает, допустим, средства индивидуальной защиты, бытовую химию, и другие вещи, которые необходимы, и довозит медицинскому персоналу совместно с нашими добровольцами. Деятельность таких людей – настоящий пример для каждого. Пример того, как можно извлечь выгоду из пандемии не только в пользу себя, но и в пользу любого другого. В пользу своего сотрудника, в пользу медсестры, пожарного или участкового. В пользу каждого из нас. Саргалана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск.